А сегодня я хотел бы с тобой поговорить на такую тему, как базовые типы сообщений с девушкой в онлайне. Или то, что ты ей пишешь, или как ее соблазнять в онлайне, как хочешь, так и назови. Просто сегодня я хочу тебе дать некую более серьезную структуру. Это будут не примеры каких-то шаблонов заранее заготовленных. Это будет понимание того, как ты общаешься с девушкой и какие типы сообщений ты можешь ей слать. Если ты готов, тогда давай вместе в этой теме с тобой разбираться. Итак, все твое общение с девушкой будет сводиться к 4 типам сообщений, которые она тебе отправляет. Причем под девушкой я имею в виду вообще всех девушек, с которыми ты сейчас общаешься, либо будешь общаться в будущем. И они тебе будут отправлять сообщения, которые имеют определенную долю, так называемый социальный капитал. Это доля интереса, доля рапорта, доверия и так далее. И есть 4 уровня социального капитала. Первый, второй и, конечно же, третий и четвертый. И сейчас мы с тобой более детально поговорим про каждый тип этих сообщений. Как ты уже понял, все общение с девушкой сводится к так называемой системе социального капитала. И первый тип сообщений – это когда у тебя первый уровень социального капитала. То есть совершенно мало каких вещей, которые вас соединяют, она тебя очень плохо знает. Ты ее плохо знаешь. Обычно это девушка, которой ты пишешь первые несколько сообщений. И обычно, опять же, ее реакция очень предсказуемая. Это игнор. Второй тип сообщений – когда у тебя уже есть немного социального капитала, то есть она тебе уже отвечает, но его по-прежнему еще очень мало. И на этом уровне девушка делает следующее. Она закидывает тебе кучу проверок. Это можно определить в формате негатива, который от нее идет, в формате стёба, который от нее идет, конкретных вопросов, которые касаются твоего состояния, твоих достижений и так далее. Короче, на втором уровне социального капитала девушка проверяет тебя на то, какие у тебя яйца, большие, крепкие или у тебя яичишки. Третий тип базовых сообщений, когда у тебя достаточно большое количество социального капитала, накопленного с этой девушкой, она тебе очень много уже отвечает сама, задает вопросы, но в основном это общение идет сугубо логическое. Например, а где ты работаешь, а какие у тебя планы, а читал ли ты такие книги, смотрел ли ты такие фильмы, где ты там любишь путешествовать, да, какие твои любимые места в городе, какая у тебя машина, ну, какая там у тебя там, не знаю, работа и так далее. То есть это сугубо такое малоэмоциональное, логичное общение, но тем не менее его уже много, то есть идет активная такая форма узнавания друг друга. И твоя задача на этом уровне, когда социального капитала, то есть капитала вашего общения, вашего уровня доверия, вашего уровня взаимного интереса достаточно, тебе необходимо сейчас перейти на максимально эмоциональный уровень. Поэтому постарайся в общении с девушкой на этом уровне давать максимально большое количество эмоций. Четвертый тип сообщений: у тебя огромный социальный капитал. Это означает, что девушка тебя сама закидывает всяческими сообщениями. Она тебе дает эмоции, дает ресурсы. И здесь очень важно выбрать правильную цель и не оставаться долго в онлайн-общении, добиваться живой встречи, собственно говоря, самого соблазнения, ради которого все это затеялось. На каждом уровне, на каждом типе сообщений ты должен четко видеть и преследовать свою одну рабочую стратегию и не совершать базовых ошибок. Ведь есть алгоритм, который говорит о том, что нужно делать, а что нельзя делать. Если девушка тебя игнорирует на первом уровне социального капитала, как правильно ее разговаривать. В общем, обо всем этом я рассказываю детально и структурно на своем курсе «Мастер переписок». Всю необходимую информацию я подготовил для тебя, и здесь внизу есть ссылочка под этим видео. Переходи, узнавай, прокачивайся и становись настоящим мастером онлайн-переписок.